Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что резко поменяется у вас в ближайшие минуты, часы и дни? Загадайте, пожалуйста, на себя, и пусть нужная и важная информация вам, мои дорогие любимые, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, ничего себе! Подкова перед ногами и перо в руках. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже каждому. А тут еще человек с хлебом. Тьфу-тьфу-тьфу, еще раз. Мои хорошие, жизнь-то меняется резко и неожиданно, и уже сейчас, в ближайшие часы, в ближайшие дни. Смотрите, подкова прям у вас под ногами. Буквально еще один шаг, и вы на эту подкову наступите. Это везение. Вам в чем-то очень-очень сильно повезет. Вот прям так и скажете: а вот это мне повезло, а вот это мне счастье подвалило. Ничто не будет предвещать, вы просто столкнетесь с этим везением. Повезти вам может и когда угодно, и в чем угодно. Мы смотрим с вами на ближайшие часы, ближайшие дни. Ближайшие дни — это 2-3 дня. Вот прям в подкову наступаете. А она еще у вас и не лежит, а стоит на ножках. Да, вот подкову так поставили, точно не пропустите. Я думаю, что у вас нога пройдет в эту подкову. Вступите в эту подкову, и повезет так повезет. Дальше показывает, что у вас большое перо в руках. Перо — это всегда к чудесам, к волшебству, когда вот что-то очень легко дается. Говорят, само в руке идет. И еще я такой знак сегодня в кофейной гуще видела. Вот, возможно, одни и те же зрители смотрят и мои песочные гадания, и кофейную гущу. Но тут четко показали, что у вас перо в руках. Что-то у вас получится невероятно легко. Что-то получить, чего-то добиться, решить какой-то вопрос, решить какую-то задачу, избавиться от проблемы, что-то обрести, да, вот прям легко, само в руки падает. Вот тут вы скажете: повезло, а вот тут вы скажете: чудо, чудо помогло, да, со мной случилось чудо, приключилось чудо. Шикарные знаки, и еще и вас показали, что вы в таком светлом наряде, красивом, воздушном, легкость, да, легкость жизни, меняется настроение, и двигаетесь вправо, вы идете вправо. В правильную сторону идете. Вот правильно развиваются события в вашей жизни. У вас правильные, эффективные мысли. У вас прекрасное настроение. Явно вы заслужили себе и подкову, и перо. Какими-то добрыми поступками, добрыми мыслями, добрыми желаниями. Что-то вы такое прям сделали грандиозное, за что высшие силы и подкову вам дали, и перышко. Вот просто так не бывает. Поверьте мне. Чтобы человеку повезло, да там такой героизм нужно проявить. Порваться везде и сразу, причем ради других. Вот, вам дают. Кому-то, возможно, за пережитое. Может, вы что-то такое очень плохое пережили, несправедливое, болезненное. А теперь вы видите, чтобы вы утешились, порадовались, в себя пришли, да? Вам сразу и подкову, и перышко дают. Дальше, за вашей спиной показан человек, который сидит на коленях. И в руках у этого человека, смотрите, такой огромный хлеб. Со спины у вас это происходит. То есть вы не ждете ни от кого ничего. Вы живете свою жизнь. Вон, идете в сторону подковы. А тут еще за спиной у вас человек. Может быть мужчина, может быть женщина. Не суть. Суть именно вот этот хлеб. Хлеб имеет разные значения. У кого-то человек придет с вами помириться, да, разломить хлеб, помириться, договориться. У кого-то хлеб — это как награда.
оплата, награда, вознаграждение. И также хлебом очень часто показывают теплый прием. Да, вас могут куда-то позвать, пригласить, чтобы показать вам теплый прием, как самому важному и почетному гостю, как VIP-персоне. Да? Ну, для вас это, конечно, будет большой неожиданностью. Большой. Даже какие-то подозрения у вас будут по поводу намерений этого человека, но я не вижу плохого. Я не вижу. Наоборот, я вижу только лишь хорошее. Просто, возможно, человек никогда ранее так не проявлялся, да, никогда вам хлеб не предлагал. А тут такое впервые. Но чему удивляться, если вот подкова, а вот перо? Конечно, и такое может произойти. Дальше. В самом корне рисунка кто-то лежит, и человек себя плохо чувствует. Но человек, который плохо себя чувствует, его отсутствие, либо его заболевание для вас чем-то приятным обернется. Ну, допустим, вам нужно решать вопрос. Да? Вот все сходится, да, и перо, и подкова. Вам нужно решать сложный вопрос. А человек прям чудовище. Страшное, огнедышащее чудовище. Никому не помогает, только всем вредит. И тут вы узнаете, что человек заболел. Да? Человека не будет на работе. А его зам вообще положительный, душка, всем улыбается, приятный, все решает, все подписывает, все печати ставит, никаких проблем не создает. Вот сходится, да, кто-то заболеет, но вам от этого, вернее, эта ситуация вам во благо пойдет. Оттуда и перо, и подкова. Чья-то болезнь для вас, да, действительно хорошим обернется. Хотя так плохо говорить и думать так плохо, но песок именно так и показал. Может быть, этот человек вам реально создавал проблемы, ухудшал вашу жизнь, и, там, не знаю, скандальная коллега на работе, либо какая-то очень мерзкая соседка. И этого человека вы не будете видеть, и от этого у вас будет благо, да, хорошее настроение, не нужно идти как на каторгу, не нужно обороняться, защищаться, либо улавливать этот момент, чтобы проскочить и там не заметили вас. Да, неплохо. Кстати, еще, знаете, вот пришла такая информация, что, возможно, какой-то человек, решил необдуманный поступок сделать, и вы переживаете за этого человека. А тут на тебе раз человек заболел и уже не в состоянии сделать свой необдуманный поступок. Да, возможно, вас небеса слышат, ангелы слышат, и таким образом помогают вам человека уберечь от беды, уберечь от каких-то плохих последствий. Все, что не случается, то к лучшему. Да? Есть же такая пословица. Не просто так люди придумали. Показали. Дальше, мои хорошие. С левой стороны показаны люди, как будто бы одной веревкой завязаны, как несколько человек. Связаны, повязаны, и эту веревку уже не разорвать. Левая сторона — это самое неожиданное, что может с вами произойти. Эти люди, у них к вам какое-то чувство антипатии. И, возможно, это взаимно. Возможно, эти люди вам тоже не нравятся. Но они почему-то связаны и пошевелиться не могут. Вы знаете, вот друг к другу их всех привязали, и они как эти мумии, да, связанные, пошевелиться не могут. Прям в таком беспомощном состоянии. Возможно, эти люди хотели вам навредить, либо что-то такое нехорошее затевали, но кто-то их завязал, кто-то им дороги перевязал и их как-то обездвижил. Да? Ключевое слово — обездвижил. И вы об этом не знаете. И, скорее всего, вы узнаете об этом уже спустя неделю, допустим, 7-10 дней. И поймете, да, что у вас есть либо какой-то тайный защитник-покровитель, либо сами небеса, да, покровительствуют, защищают. И дурным людям и карты путают, и их связывают, лишают их подвижности, мобильности, да? Чтобы не ходили, не мешали, чтобы под ногами не путались, чтобы зло свое при себе оставили, да? Чтобы честным людям, хорошим людям жить не мешали. Прям такой сильный знак. Но вы узнаете, но узнаете как-то прям совсем попозже. Мне вообще идет срок в неделю, да? Знаете, что эти люди повязаны, может, у них какие-то проблемы, эти проблемы их повязали, а проблемы у них общие, да, потому что они какие-то одинаковые все. Да, есть такое. Дальше, за вашей спиной рыбки плещутся, но они мелкие, такие прям совсем маленькие
рыбки. Ну, тоже неплохо. Знаете, если даже мелкие деньги приходят, да, небольшие суммы, тоже неплохо. 2 рыбки я вижу. Либо 2 суммы, либо из разных источников денежка придет. Ну, на работе премию получили, либо там аванс. И, например, любимый человек тоже получил, домой принес. Может быть, там дважды чаевые хорошие получите. Не мелочь там какую-то, прям серьезные такие. Но, опять же, чаевые не бывают слишком большие. Ну, вот идет информация. Вот здесь у вас лягушка сидит, грустная. На вас, как на бабочку, смотрит и завидует вам. И вы знаете, тут такое случится, что тот, кто вам завидует, обратится к вам с просьбой. Ну, например, да, человек скажет: научи, ну расскажи мне. Вот не могу с собой ничего поделать. Мне так нравится, как ты выглядишь. Мне так нравится, как ты одеваешься. Мне так нравится, там, как ты себя презентуешь. Вот научи. Вот завидую тебе страшно. Так хочу быть похожей на тебя. Научи меня. И, если честно, вас это тронет. Ну, возможно, и не подружитесь, но, по крайней мере, у вас как-то отношения выровняются. И да, возможно, вы человеку подскажете что-то, да, чему-то научите, вот поделитесь, да, одним словом. Это прям очень хороший выход из зависти и очень хороший вход на то, чтобы общаться, как-то сотрудничать в уважении, в таких теплых отношениях быть. Да, может быть, раньше вы ссорились с этим человеком, может, там человек лишнего себе позволял, там мог посплетничать по поводу вас. А тут, знаете, вот как-то честно к вам обратиться, и вы пожалеете, мимо не пройдете. С правой стороны тут какая-то рассада, как отростки, да? Почему-то мне рассада идет. Скажите мне, кто рассаду выращивает? Кто у меня огородник? Я помню те времена, когда там выращивали помидорчики, что выращивали, цветы, я помню, выращивала через рассаду. Бабушка у меня очень много всего выращивала через рассаду. И вот как раз вот зима, да, на подоконниках стоят эти лоточки, маленькие эти росточки прорастают. Да, у кого-то рассада, и она растет, она прорастает. А у кого-то, возможно, первые результаты вашего труда, вашей работы, то, во что вы вложились, то, что долго не всходило, либо то, над чем вы очень долго и кропотливо работали. Да, это молодое растение, но оно крупненькое. Да, это не какая-то там мелочь, крупненькая. Вы вот как-то аккуратненько из леечки поливаете, да, еще будете дополнительно вкладываться, либо действительно какой-то уход, может, там подрезать будете, либо пересаживать рассаду, если действительно рассаду выращиваете. Но если это работа, если это действительно какие-то вложения, то вы усилитесь, однозначно усилитесь, потому что увидите эти первые результаты. Дальше вижу, что вы с кем-то будете связываться, вы птицу кому-то будете отправлять. То ли вы смс-ки будете отправлять, то ли письмо напишите, там электронное, например, ну, либо обычное по старинке. А у кого-то еще отыграется, что вы будете пытаться до кого-то дозвониться. Я вам так скажу, если речь идет про телефон, то человек может из первого раза не поднять трубочку. То есть, возможно, человек занят, возможно, слышимость плохая. Ну вот все бывает. Я вот иногда иду, а у меня рюкзак. И я не слышу, что у меня звонок идет, да, что вызов идет. Просто не слышу. Особенно если там машины, шумно. Вот. Вы не нервничайте. Просто немножечко обождите, там полчасика обождите и еще раз наберите человеку. И то же самое, если вы пишете. Да, человек может не ответить сразу. Это не значит, что нужно там нервничать, переживать, себя накручивать, да, либо там слать угрожающие сообщения, там, как так, почему не отвечаешь, почему не читаешь. Нет, просто может человек действительно не слышать, либо быть вне зоны, либо вообще чем-то таким занят, да, что не может подойти и посмотреть. То, что вы там написали, либо пытаетесь дозвониться. Не нервничайте. Вот тут нервничать нельзя. Нервы тут надо беречь. Просто нужно дать человеку время, да, чтобы услышал, увидел, прочитал. Не нервничай, да. Еще есть какой-то крючок, и вы какого-то человека с этого крючка снимать будете. Крючками обычно показывают проблемы. Да? Вот крючок зацепился, проблема случилась. И видно, человек сам справиться не может.
и вам придется помогать. Я вам так скажу, задача нелегкая. Крючок прям такой с секретом, хитрый крючок. Прям конкретно зацепился за человека. Это не вы, нет. Это кто-то, кого вы знаете, кого любите, кто вам дорог, ну, либо к кому вы неравнодушны, и мимо вы точно не пройдете. Тут придется повозиться. Тут придется всю свою энергию, фантазию, мудрость, смекалку подключить. Возможно, даже потребуется какая-то дополнительная сторонняя помощь. Но вижу, что справитесь. Возможно, даже на это уйдет и несколько дней. Да? 2 дня точно может уйти. Но опять же, в зависимости от того, какой крючок. Но легко не получится. Вот, легко не получится. Надо будет повозиться. И вижу, что из-за вот этой ситуации вы какие-то свои дела откладываете. Откладываете, ну, а как? Нельзя совмещать. И кому-то помогать, и дела свои решать. И потом вам придется это все наверстывать. И вижу, будете спешить. Спешить, прям рассекать будете лед. Там, где можно было осторожно и аккуратно, вы будете прям по-живому делать. Ну, тоже эффективно, да, единственное, что немножко вот как стресс идет. Небольшой такой стресс, да, спешка, стресс. Ну, бывает, да, это жизнь. А где не бывает? Везде бывает. Дальше, мои хорошие. Здесь какой-то сломанный мост. Вернее, не так. Мост ломается, потому что на нем стоит человек, который буквально разбивает этот мост. Кто-то пытается влезть либо в отношения, либо в дружбу, либо даже в какое-то сотрудничество для того, чтобы люди рассорились, распрощались и больше никогда не общались. И знаете, такие действия, их нужно пресекать. Пресекать, да, не нужно ждать, не нужно терпеть. Если вы видите, что кто-то третий лишний лезет, и лезет очень нагло, пытается действительно там и оклеветать, и наговорить лишнего, и вам одно говорит, другому человеку другое, вот как, знаете, стравливая, да, надо не молчать, надо действовать, и надо вот этому третьему на его место указать, да, согнать с этого моста, пусть идет лесом, либо подальше, да. Не давайте никому лезть в свою жизнь, в свои отношения, в свои дела. И не стесняйтесь пресекать. И не стесняйтесь пресекать жестко. Потому что, судя по всему, этот человек, он обнаглел, берега попутал. И, возможно, считает, что ему тут никто на дверь не укажет, да, никто не сможет противостоять. Но вы должны это сделать. Это у вас за спиной находится. За спиной. Но будут какие-то намеки, будут какие-то, вот знаете, инсайты. Вы прям сердцем почувствуете, да, что кто-то лезет, вмешивается. Вот прям поймете, да. Вот тут вам действительно нужно очень жестко себя проявить. Да? Сохранить эти отношения. С кем вот вы в дружбе, либо в отношениях, либо в деловых отношениях, надо сохранить. А тому человеку на дверь указать. Дальше. Здесь какой-то заяц появляется. Заяц, но он как-то, знаете, кругом бежит. Видите? Кругом бежит. Зайцами обычно показывают очень таких неуловимых людей. Обычно это трусы, те, кто не может держать свое слово, те, кто при любой какой-то проблемке, даже самой маленькой, сразу наутек бежит. Вот. Вижу, что этот человек как-то появится и опять спрячется. Да? Появится и спрячется. Ну, ненадежный человек. Если у вас были какие-то планы на этого человека, либо этот человек должен был для вас что-то сделать, прям самое время искать запасной вариант, либо переходить к плану Б. Да, потому что человек, он в бегах. Мне идет, что в бегах. Да, по кругу бегает и ничего не делает. Избегает, да, вот каких-то действий, ответственности, либо держать свое слово. Это прям такой серьезный знак. Дальше, мои хорошие, с какими-то острыми, как ножи, словами вам придется столкнуться. Это критика обычно. Критика, угрозы, какие-то негативные высказывания в ваш адрес. Единственное, что эти ножи, они острые, но короткие. То есть, скорее всего, такая ситуация, и человек может сорваться и на вас вот прям наехать. Не потому, что там действительно к вам испытывает какие-то негативные чувства. Может, у человека там пар уже через уши идет, да? Либо человека кто-то вздрючил,
и вот как раз вы на пути попались, да. Может быть, еще что-то происходит. Может, у человека зуб болит. Банально болит зуб, и у человека адское настроение, и человек может вам вот что-то такое сказать. Пропустите мимо ушей. Ножи короткие, прям очень короткие. То есть это буквально там 2 часа пройдет, а человек пойдет зуб полечит, либо этот обезбол выпьет, и уже нормальный. Еще потом перед вами извиняться будет. Да, надо вот, знаете, как-то осторожней. Если человек никогда себя раньше агрессивно не проявлял, то не надо ругаться. Но если человек всегда таким был, негативным, тоже не надо ругаться. Ну, можно просто послать и не слушать. Так, еще мужчина. Смотрите, какая рыба у него. Здесь мужчина с рыбой, с кольцом, но, правда, с каким-то камнем в придачу. Мужчина при деньгах, кольцо. Ну, есть деньги, покупает вам кольца, да, покупает вам подарки. Хотя не обязательно, что он покупает подарок. Это может быть мужчина ваш, с кем у вас отношения, да, потому что кольцо рядом. Камень. И рыба, и камень. То есть и деньги заработает, принесет, но и какая-то проблема с ним случится. Проблемы бывают разные. Приболел, там, неприятности на работе, порвал одежду, еще что-то случилось. Но камень небольшой, но он есть. Есть. И камень, и рыба принесет вам и то, и другое. Опять же, если это ваш парень, да, не муж, а парень, то поможет финансово, но при этом вам тоже придется для него что-то сделать, да, вот как-то от этого камня освободить. Смотрите, и здесь вы с крючком разбираетесь, и здесь у вас камень, кольцо. Ну, как раз-таки камень в кольце, да, наверное, это еще и ваша общая проблема. Либо его проблема станет вашей общей проблемой. Ну, ладно, главное, рыбку принес, уже ему простим. Дальше, мои хорошие. Волны. Волноваться будете по какому-то поводу, либо вопросу, либо какой-то ситуации. Волнительная ситуация, волнительные события. Но с правой стороны. То есть ничего такого страшного, угрожающего. Может быть, это волнение и на пустом месте. Да? Может, вы человек такой восприимчивый, мнительный. Но вот на волнах вы точно покатаетесь. Пока себя в руки возьмете, пока успокоите. Возможно, даже валерьяночки где-то пригубите. Ну, либо какую-то успокаивающую таблеточку примите. Ну, вот какое-то волнение идет. Волнение. Не могу объяснить, почему. Опять же, возможно, это ваши особенности, да, вот волноваться на пустом месте. Но, может быть, действительно повод будет. Здесь песок не показал. Единственное, показали, что вы на волнах катаетесь. Да? Поволноваться придется. Но с правой стороны, то есть ничего плохого. Дальше, мои хорошие, у венца замок. Какой-то мужчина замок открывает. Причем мужчина слева идет, а замок справа висит. Может быть, этот человек вас открывает. Может, вы были закрыты для этого человека. И человек находит к вам тот самый правильный подход, чтобы открыть замок. Ну, а может быть, это что-то, что вы для себя хотели, но вам это не давалось. Но найдется такой вот правый мужчина, который сможет вам туда дорогу открыть, снять этот замок и вас пропустить, либо допустить. Мужчина интересный показан, сильный, добрый, положительный. Ну, такой точно не обидит. Но у кого-то явно идет, что вот ухаживает, либо начнет ухаживать. И вы, возможно, скажете, ну, ничего себе. Ну, ладно, да, посмотрим. Даже если вы в паре, в браке, да, вот, ну, а что тут плохого, если за женщиной мужчина ухаживает? Ну, он джентльмен, он ухаживает. Но вам понравится, как он себя ведет. Либо вы будете очень рады тому, что он для вас что-то открыл, допустил вас куда-то. Да, вот то, что вы сами не могли получить. Итак, мои хорошие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.